Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам хурматлы ватандашлар! За годы правления клана Бердымухамедова страна пришла просто в упадок. Люди уезжают, и у всех одна мечта – скорее покинуть страну и уехать в другое место. Если честно, когда смотришь на все это, сам поражаешься, как такое могло произойти, чтобы люди массово покидали свои дома и бежали от своего дома подальше, лишь бы быть не там. Сердар, ты пришел к этой власти, но для людей ты ничего хорошего не делаешь. Люди как бежали, так и бегут. Когда мы жили в Туркменистане и боролись сначала с Ниязовым, потом с твоим пакостным отцом, я, честно сказать, не думала, что весь народ решит бежать в другие страны. Я в то время боролась и не сдавалась. У меня всегда была одна мысль, как в эту борьбу подключить всех. Ведь не только у нас были проблемы. Что Ниязов, что отец твой, вы же никому жить не даете. Вы же все у всех забираете. Я очень много говорила с женщинами. Люди, вы же помните, как у нас ломали конюшню в Шоре, и как вы ко мне подходили и говорили, что вы сожалеете, и вам тоже это больно, что лошади уходят из вашего села, но никто из вас не встал и не пошел требовать у диктатора вместе со мной, что это несправедливо, что он не имеет права так распоряжаться тем, что ему не принадлежит. Тогда я вам сказала, что это только начало, и что он будет забирать у вас все. Он никому не даст хорошей жизни, потому что он убийца и тиран. И что мы не можем вот так сидеть и смотреть на то, что они делают. Да, Сердар, твой отец, как и ты, не сами вы бегаете и отнимаете все у народа, у вас есть ваши холопы. Я прекрасно помню, одного из них звали Мурат. Он был работником домоуправления, который стоял во главе комиссии, которая пришла и сносила нам конюшню. Люди, когда у этих холопов есть власть, у них не остается ничего человеческого. Они рады, что вам плохо и что у вас проблемы. Они рьяно прислуживают диктатуре, исполняя все их наказы. Так вот, этот Мурат, когда подгонял солдат, а солдаты не ломали мне мою конюшню, они тянули время, потому что я говорила, что я не нашла места, куда я могу перевести лошадей. Этот выродок радовался и ликовал. Он орал на солдат, что они тянут время, на что я ему сказала в присутствии работников прокуратуры, Комитета национальной безопасности, всех тех ребят и работников Домуправления, что ты крашеный петух, и придет время, и ты ответишь за все. А он красил свою уродливую башку, показывая, наверное, что он как Ниязов, и твой отец не стареет. Идиот. Когда он услышал, что я назвала его в присутствии стольких людей крашеным петухом, он стал бегать вокруг людей и говорить: вы слышали, что она сказала? Вы слышали? Никто из тех, кто стоял, ничего не сказал и не подтвердил. Тогда он бросился к одному из своих холопов. Один его холоп бросился на одного из солдат, и они стали драться. Сердар, люди мне помогали, и не все были тварями. Тогда ко мне приехал очень влиятельный человек, причем такой человек, который абсолютно не относится к туркменскому режиму, и сказала, что я должна выйти на сестру Бердымухамедова Гульнабад, и она все может решить. Что у всех людей, у которых есть проблемы, они выходят на нее, и она решает. На что я ей сказала: я ее знать не знаю, и что ты сама видишь масштаб захвата моей конюшни, ты сама, наверное, понимаешь, что за этим стоит сам Бердымухамедов. Какая сестра? Сердар, твой отец подыхал и боролся со мной. Я ни на твою тетку не выходила, ни на твоего поганого отца. Я боролась с вами внутри страны и не боялась. Мы вообще вас никого не боялись. Боролась я со своей семьей, и весь народ это видел, учитывая, что Гильды тогда сидел в тюрьме. Люди, я вам говорю, что каждый человек должен переосмыслить свою жизнь и должен бороться. Главное, не бояться. Мы не можем вот так просто отдать свою родину, свою землю этим двум мерзавцам.
Мы не можем смотреть, как они забирают не только наше имущество, но и наше здоровье и нашу жизнь. Я вам обещала, и я вам буду много рассказывать, как мы внутри страны воевали с этой системой. Мне много есть что рассказать. Вы сами видите, что Харамдак Бердымухамедов со своим сыном боятся нас, потому что нас много, а они все равно одни. Народ имеет право. Халкын хакывар. Adam yolu, adat yolu, atlanalım, atlanalım.